конце февраля Михаил Мишустин выступил с отчетом перед депутатами Госдумы. Председатель правительства России много внимания уделил сфере образования. Одно из заявлений касалось среднего профессионального, которое будет называться специальным профессиональным. Таким образом, продолжится модернизация колледжей и обновление учебных программ. Об этом мы поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Галина Давыдова, начальник отдела профессионального образования Министерства просвещения Республики Башкортостан. Галина Михайловна, здравствуйте. Но о том, что Мишустин объявил, что будет теперь специальное образование, я думаю, что мы об этом поговорим немного позже. А для начала давайте поговорим о том, что у нас в Башкортостане, как и по всей России, реализуется такая программа, как профессионалитет. Причем реализуется она уже не первый год, и это своего рода именно серьезный шаг в модернизации среднего профессионального образования. Вот расскажите, какова его главная цель профессионалитета? Федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» – это полная перезагрузка всей системы среднего профессионального образования. Главная цель этого проекта – это обеспечение условий путем интеграции образовательных организаций, предприятий для подготовки квалифицированных кадров по приоритетным отраслям экономики. Иными словами, это новая модель подготовки кадров, которая обеспечивает целевое трудоустройство выпускников и целевую подготовку кадров. Галина Михайловна, сколько у нас уже реализуется, сколько колледжей вовлечено в программу профессионалитета? Если говорить в целом о программах профессионалитет, то у нас уже 80% колледжей участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Если говорить о кластерах, которые созданы в республике, их уже 19 в этом году, они успешно функционируют, и еще 8 кластеров будет создано уже в этом году в сентябре месяце. Здесь вот с удовольствием хочу отметить, что наша республика занимает первое место по количеству кластеров в России. И, в принципе, нам удалось в рамках федерального проекта модернизировать 27 колледжей уже в этом году, что составляет 30% от общего количества образовательных организаций, реализующих систему среднего профессионального образования. Галина Михайловна, что подразумевается под словом модернизация? Я понимаю, что это изменения, реформы и так далее, но вот это просто меняются учебные программы или появляется какая-то база, да, на которой какие-то станки, еще что-то, на чем могут практиковать свои навыки студенты? Федеральный проект «Профессионалитет» прежде всего позволяет привлечь хорошие федеральные субсидии, которые действительно полностью переоборудуют наши колледжи. Вот мы уже в республику вовлекли 2,5 миллиарда денег, финансовых средств из федерального бюджета, и приобрели самое современное высокотехнологичное оборудование, которое позволило на качественном новом уровне позволяет обучение наших ребят. И, безусловно, здесь хочется отметить, что модернизация у нас проводится комплексно. И, наверное, это один из субъектов, где федеральный проект значительно поддерживается со стороны главы Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова. Потому что вместе с федеральными субсидиями в наши колледжи вливаются еще и бюджетные средства. И грантополучатель колледж получает 50 миллионов дополнительно на проведение капитального ремонта. Таким образом, в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» наши колледжи модернизируются под ключ. В Башкортостане, вот вы уже сказали о том, что создано порядка 20 кластеров, а в 2026 году, я так понимаю, будет создано еще 8. Вот какие направления уже есть, может быть, схематично отметим, и какие появятся? Безусловно, у нас появятся кластеры по отрасли машиностроения, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, строительство и топливно-энергетический комплекс. У нас этих кластеров не было. Или что-то по касательно именно с ними было? Есть, безусловно, у нас некоторые отрасли дублируются. Почему? Потому что система очень большая в республике, протяженность республики также большая. И предприятия, которые нуждаются в подготовке кадров в той или иной отрасли, также нуждаются в создании новых кластеров. Поэтому у нас дублируется машиностроение, у нас несколько горнодобывающей промышленности, у нас несколько химической промышленности. По сельскому хозяйству будет 5 кластеров в этом году. Этого требуют работодатели, а мы ориентируемся на кадровый запрос. Почему была создана программа «Профессионалитет»?
Программа «Профессионалитет» все-таки направлена на устранение дефицита кадров по приоритетным отраслям экономики. Я правильно понимаю, что вот раньше все-таки теория была несколько оторвана от действительности, а профессионалитет – это как раз такой путь своего рода между колледжами и предприятиями, который сближает для того, чтобы вот те специальности, которые получают, действительно были востребованы. А вы абсолютно правы, Роза, потому что федеральный проект «Профессионалитет» прежде всего позволил предприятиям ответить на вопрос, кто им нужен, а колледжам ответить на вопрос, как готовить и для кого. Вот это очень важные две составляющие, которые очень гармонично сейчас и эффективно работают в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Работодатель становится прямым участником образовательного процесса. Совместно разрабатываются программы, формируются именно те профессиональные компетенции, которые сегодня нужны работодателю, и создается материально-техническая база по согласованию с работодателем, чтобы отрабатывать именно те навыки, которые в будущем нужны той или иной профессии или специальности. То есть вот профессионалитет как раз-таки наконец-то позволил стать той площадкой, на которой работодатель может сказать, что ему нужно, и почему он, например, не берет одного студента, одного выпускника, но готов взять другого. И то есть работодатель сейчас фактически в процессе подготовки кадров. Безусловно, он настолько заинтересован в наших кадрах, что готов вкладываться материально, что является, в принципе, главным условием участия в федеральном проекте «Профессионалитет». Это участие в модернизации материально-технической базы. И диктовать уже те условия и те требования, которые ему нужны для того, чтобы колледж осуществлял целевую подготовку кадров под данное предприятие. То есть у выпускников есть гарантия трудоустройства? Безусловно. Еще на этапе формирования программы деятельности, которая формируется совместно работодателями и образовательной организацией для участия в федеральном проекте, в конкурсном отборе, уже интегрируется и синхронизируется кадровая потребность и количество обучающихся, которые будут обучаться в программе «Профессионалитет». Поэтому каждому обучающемуся в рамках профессионалитета обеспечено гарантированное трудоустройство. А мониторите эту ситуацию? Безусловно, безусловно. Она у нас мониторится и на федеральном уровне, в информационной федеральной системе, также Министерством просвещения. Ну и в каждом колледже у нас имеются центры карьеры, которые ведут маршрутизацию от начала приема наших, так скажем, обучающихся до их выпуска и далее отслеживают их карьерный рост в течение нескольких лет. Вот такая модернизация среднего профессионального образования, насколько я понимаю, привела к тому, что сейчас студенты охотно идут в колледжи. Если раньше к колледжам было такое снисходительное отношение, то сейчас, напротив, как-то вот поменялось русло. Вот какова статистика? Совершенно верно, Роза. Мы просто колоссальную динамику видим поступаемости девятиклассников в колледжи. Сейчас каждая профессия становится осознанным выбором выпускников 9 классов. И если буквально 4 года назад у нас процент поступления девятиклассников составлял где-то 56%, то в этом году уже 66% выпускников выбирают колледжи. То есть это такой серьезный рост? Это хороший рост, так скажем. Я думаю, что это не предел, потому что сейчас в рамках популяризации федерального проекта «Профессионалитет», национального проекта «Молодежь и дети» у нас активно работают амбассадоры. Это те ребята, которые популяризируют данный проект в рамках профориентационной работы, и школьники уже на этапе, так скажем, 6-9 классов знают, что такое профессионалитет, знают, где он реализуется и знают, в чем его преимущество. Галина Михайловна, но мы же сейчас говорим о колледжах не только, которые в Уфе находятся, а в целом по республике. То есть профессионалитет – это не только про столицу Башкортостана. Безусловно. Это даже самые сельские колледжи могут принять участие и принимают. Ну, например, я вам приведу пример, что в 2025 году в Дюртюлинском многопрофильном колледже создан кластер. В этом году в Башкирском аграрно-технологическом колледже будет создан кластер. И я вам скажу, что даже в самых небольших муниципальных образованиях у нас имеются кластеры. И у них конкурс также вырос? Безусловно. Мы буквально недавно промониторили, у нас на рабочей профессии конкурс вырос до 6 человек на место, а по специальностям до 11 человек на место.
Поэтому программы профессионалитета очень популярны, ребята наслышаны и видят, как преображаются учебные корпуса и в каких условиях они могут заниматься. Конечно, популярность рабочих профессий специалистов растет. Ну вот рабочие профессии сейчас это уже не такие, да, вот как мы привыкли к этому сочетанию, у нас вот есть вот какое-то представление, да, это уже стереотип, когда если рабочая профессия, то это обязательно какая-то грязь, мазут, лопата, вилы. Нет, сейчас это немного другое, правда? Конечно, это совершенно другое. Вот в дни открытых дверей у нас 2 раза в год проходят единые дни открытых дверей. И обучающиеся школ имеют возможность увидеть, в каких условиях сегодня формируются рабочие. Это форма красивая, это чистые рабочие места, это высокотехнологичное производство, высокотехнологичное оборудование. То есть это рабочие совершенно на новом качественном уровне, но я думаю, что это сейчас... Рабочий имеет особый статус и достаточно очень ценится выпускниками 9 классов. Очень много популярных, так скажем, рабочих профессий, которые сегодня имеют хороший конкурс. Ну вот даже если навскидку сказать, да, чего только стоят станки ЧПУ, на которых работают у нас молодые люди, это же просто сродни совершенно космическим верно. открытиям. Это оборудование мы тоже приобретали в рамках развития кластера по машиностроению. Галина Михайловна, и завершая наше интервью, хочу уточнить, какие перспективы вы видите сейчас именно для среднего специального образования в Башкортостане? Ну, вообще надо сказать, что колледжи – это такая многофункциональная площадка, которая отвечает на все вызовы времени. Вот сейчас, например, мы работаем над тем, что вводим в содержание образовательных программ искусственный интеллект. И уже 2 колледжа реализуют данные специальности по данному направлению, и многие колледжи уже ввели в содержание не только по IT-технологиям, профессиям и специальностям, но и по другим отраслям, также изучение тем искусственного интеллекта. У нас сейчас развивается подготовка кадров для беспилотной авиационной системы. Значит, 3 колледжа у нас уже лицензировали данные специальности, это не предел, сейчас ведется работа по этому направлению. Так что мы отвечаем на все вызовы времени. Причем, получается, это делать, я так понимаю, оперативно и мобильно, недолго раскачиваясь. Гибко реагируем на все изменения рынка труда. Галина Михайловна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы. Мы еще раз убедились в том, что наша система образования не стоит на месте. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Галина Давыдова. Это начальник отдела Министерства просвещения Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.